Знаешь, с годами еще больней. Дедушка мой, Пабба Шамил Шаханович, 1922 года рождения, родился в селе Тамыш, в крестьянской семье. По окончанию школы поступил в Сухумское педагогическое училище. Окончив его в 1940 году, поступил уже в пехотное бакинское училище, пройдя курсы. Когда началась Великая Отечественная война, естественно, его сразу же перебросили для формирования роты, батальонов, для обучения новых новобранцев, добровольцев в районе Ленинакана в Армении. Успел поучаствовать в иранской операции, так как Советский Союз нуждался в ленд-лизе, и советское командование приняло решение обеспечить себе тыл, обеспечить безопасность своих районов от немецких агентов, всяких там, кто бы мешал помешать ленд-лизу. Ближе к 1942 году немецкие подразделения вышли к главному Кавказскому хребту. Их перебрасывают в срочном порядке на перевал, на защиту Кавказа, Закавказья. Он как рассказывал, что они пешком прямо с Сухумского вокзала дошли до перевала, до Санчарского, куда им надо было выдвинуться. Заняв там оборону, держали несколько дней. В этом бою он получил тяжелое ранение, чудом выжил. Спас его наш тоже местный абхазец, вытащил из-под обстрела. Кортува, его фамилия, просто имя могу не вспомнить. Спасибо этому человеку за то, что он спас его, вытащил с поля боя. Тяжелое ранение, конечно, свое сделало. Пришлось долго пролежать в госпитале. Восстановился ближе к 1943 году. К тому времени уже немецкие войска были сброшены с Кавказа. Дальше его путь пролегает, начинается с освобождения Украины, Донбасса, бои за Днепр, форсирование Днепра, освобождение Румынии, Молдавии, Бессарабии. В одной из таких операций, где он получил орден Отечественной войны первой степени за взятие населенного пункта высоты. Как он рассказывал, немцы засели на сопке. Задача была выбить их оттуда. Под покровом ночи они начали операцию медленно продвигаться к заданному квадрату. В тот момент, когда они поднялись на сопку, подошли вплотную к немецким окопам, подняв голову, дедушка онемел, потому что на него прямо в него стоял, смотрел немецкий пулеметчик. Просто взглядами встретились с немцем, с пулеметчиком. И он сейчас понимает, что любое движение не так, и всем тут крышка. Но он как-то сообразил, не знаю какой волей, крикнул: «Сдавайся немцу». И окружены, мол, смысла нету, говорит, все равно сопку мы возьмем, и одумайся, лучше сдайся, и меньше кровью обойдемся. К удивлению, немец поднял руки. Хотя он не оказался, он был в немецкой форме, но потом, как выяснилось, это был румынский солдат. Малыми силами они взяли эту сопку, и вообще без потерь с нашей стороны. Хотя при этом противник понес потери, были взяты 29 солдат, 2 офицера, 2 танковых пулемета. Рота фактически выжила этому моменту, благодаря этому моменту. И в дальнейшем он и получает еще ордена Красного Знамени, орден 2 степени Отечественной войны. Это было в районе озера Балатон. Наше командование как-то вышло на немецкий гарнизон, который сдавался, не хотел сдаваться, провести переговоры по сдаче какого-то населенного пункта. Когда было оговорено место встречи, где должны встретиться наши и немецкое командование, чтобы там сдать или передать тот или иной плацдарм, они угодили в засаду, устроенную немцами. Из того личного состава, кто там ехал на переговоры, это был высший командный состав.
и присутствовал мой дед. К сожалению, выжили только двое. Дедушка и рядовой, там, я не знаю, фамилия. Он был тяжело тоже ранен, довольно-таки тяжело. Вышли они живые. Когда попал он в госпиталь, у него такая еще история получилась. Ну, просто представить масштабы боев, там, сколько в день попадает раненых, и что творилось в госпиталях, это переполнение до невозможности. В таких условиях врачи обычно долго не церемонятся с ранеными, как бы, ну, стараются спасти всех, но попалась врач по происхождению гречанка, она из Абхазии была, уроженка Абхазии. Когда она увидела личное дело молодого офицера, увидела фамилию, узнала, что он абхазец, она взяла его как бы к себе, да, на свое попечительство, можно сказать, спасла его от ампутации конечностей, которые были очень сильно повреждены осколками. В общем, даже попав там уже в больницу, в госпитале, когда находился, уже подлечился, опять с ними там случилась неприятность. Остатки каких-то разбежавшихся немцев просто взяли, зашли в госпиталь и завязался бой. Все же их перестреляли, этих немцев оставшихся, кто были, все были почти боевые офицеры, кто-то все равно, дед при себе имел пистолет и отстреливался сколько мог. Ну, в общем, отбили они атаку. Родной брат у него был, тоже ветеран. При взятии немцами Керчи, в окружении, они попали в окружение на полуострове на этом. Им пришлось выбираться. Единственный выход или сдаться немцам, или плыть через пролив. Время было тогда ноябрь, что-то такое, осеннее время, ну, вода холодная. Соорудив какой-то плот, короче, они несколько суток дрейфовали через этот весь пролив. Где-то в районе в каком-то высадились, уже к своим попали. Там приютила их какая-то крестьянка, женщина, помогла их, что имела вещи какие-то, одела, обула, накормила. Но, к сожалению, этот случай его очень сбил с ног, потому что он заболел. Тяжелое воспаление началось у него. Он был комиссован. К сожалению, после войны не смог пережить эту болезнь. Победила болезнь. Естественно, дед вернулся когда с войны, сам раненый, весь истощенный. Еще потеря родного брата, супруга в положении. Мать тоже старенькая, приболевшая. Придя с такой войны, человек, я не думаю, что духом упал, конечно, делал все, что мог. Тяжело было. А к нему часто приходили племянники его. Это был Аслан Зантария такой знаменитый. Заза Зантария. Ну, чувствовалось все же у нас к тому времени, что отношения с Грузией накаляются и приобретают негативный характер. Он как бывший офицер, знающий толк в этом искусстве не понаслышке, а как бы поучил, учил их, обучал, как действовать в той или иной обстановке, какими силами. Начало войны 92 года встретили мы, конечно, дома ее, но все же казалось, как бы дедушке не верилось, что это все приобретет очень такой характер. Попытался нас вывести, мы как бы прям там еще возле дороги живем. И вся эта техника, вся эта армада у меня на глазах проходила. Ну, естественно, вызывала тревогу. Бабушка тоже переживала. Ну, было решено уходить в тыл, подальше от этой ситуации. В один из таких дней, буквально это было 15 августа, он меня отправил на мельницу помолоть кукурузу. Ну, я, естественно, пошел на мельницу. Сижу на мельнице. К тому времени началась перестрелка на дороге. Ну, естественно, пули, все это слышно. Бой идет, какой-то скоротечный бой на трассе. И он прибежал с моим соседом. Они были с двухстволками. Прибежали посмотреть, ну, я здесь на месте или нет, потому что испугался, мало ли. Увидев меня, сказал, домой не идти. Не стоит идти домой, потому что опасно. Подымешься там к соседу, в Алма-Арху, там будем ждать тебя. А что я сказал? Да, я, конечно, не сделал то, как он сказал. Я пошел домой, потому что бабушка тоже была дома. Вот, подходя уже к трассе, я уже увидел, что там всю эту армию, Хедриони, Госсовет, все вооруженные. В середине войны погиб мой средний брат. Это очень сильно его
Очень сильно. Ну, война без жертв не бывает. Он это точно понимал. Благодаря таким дедушкам выиграли тяжелейшую войну, тяжелейшую. И еще вторую войну тоже ему пришлось пройти через это с потерями с родных сторон. Погибло, и много племянников погибло, двоюродных. Но сейчас сравнивать масштаб этих боевых действий, естественно, я могу сказать так, что он повидал пострашнее. Побывал в больших мясорубках, пережил огромный... Был такой момент, в каждом селе есть определенный памятник ветеранам, где все ветераны, допустим, того села, там определенного, и развешаны были их фотографии. Каких-то госсоветовцев руки подчесались, чтобы испортить этот монумент. Испортили, был и поврежден. И вот одна из фотографий, которая здесь лежит, просто сосед ее снял, вот эти все фотографии, чтобы сохранить, потому что боялся, что дальше эти варвары могут уничтожить это. И вот он лично почти всем передал, кого смог застать. Вот так вот одна из фотографий сохранилась. Здесь есть фотография, на которой вот все ветераны села, среди них два героя Советского Союза, это Мелитон Кантария и Габля Варлам. И тут такой момент, даже еще дед в конце войны должен был получить 3-й орден Отечественной войны первой степени. Ну, кто понимает это, что означает, то есть это автоматический герой Советского Союза. Просто к вот этому печальному событию, где они попали в засаду, погиб их начальник штаба, командующий. И как бы вот эти все предписания, они забылись, потерялись. Наградной лист только уже куда-то пропал. И как-то судьба вот так чуть-чуть не дошла до него. Его награда, к сожалению. Ему еще довелось командовать штрафными батальонами. Это 42-43 год, середина войны. А как, почему, когда задавал ему вопрос, что случилось, что тебя назначили командиром штрафной роты? Я не говорил мне. Потом бабушка мне по секрету сказала, что там нахулиганил он что-то, в общем. Инцидент был, и как бы его штрафной батальон пойти в атаку, отбить то или иное участок местности, можете представить, что это... Но выжил среди них тоже. Знаешь, с годами еще больней.